Тихомирова Надежда Анатольевнанын граждандык ишин териштирүү боюнча Ленин райондук сотунун судьясы Жамболотов Улан Кубанычбекович 2026 жылдын 22 январь күнү 10 мүнөттүк сот отурумун өткөрдү. Почтовый адрес имеется? Нет почтового адреса. Нам необходимо почтового адреса, потому что установить, кто обратился по... Некоторые уже, наверное, обращались по этим, по миссии, да? Нет, не по миссии. Они купили. Ну, купили, но у них это право еще не зарегистрировано. Не зарегистрировано, насколько я знаю, не зарегистрировано. На аресте же стоит. Да. Они вправе обратиться по амнистии. Возможно, вот там в основном по амнистии сейчас делают. Некоторые, наверное, уже обратились. Можно будет установить и по этим заявлениям. Ну, у них есть, да? По госрегистру. Не госрегистр, а вот именно есть комиссия по этим. Это установить третьих лиц, это ваше интересно, потому что это будет влиять на стабильность судебного решения. Если вот мы не установим, по этим основаниям могут быть отменены и вот обратный круг вы делаете. Вам это надо, лучше давайте сами проводите, давайте установим. Уважаемый, разрешите, да? Разрешите. По договору, который проходит, третьих лиц нет уже. Как их интересы затрагиваются? Эти лица, которые вы говорите, у них документов нету, а у них права собственности нету. Как мы сейчас их установим? Они даже в госрегистре нету их. Вы сейчас, если даже запрос дадите в госрегистр, вы ответа не получите все равно. Как вы их установите? По договору третьих лица нету. Да. Договор составляется между двумя же, правильно? Кто продает, Да, кто вот покупает. видяги. Там же третьи лица не указываются. Как это можно сказать? Так что? Ну мы же договор оспариваем, уважаемый. Для чего оспариваете этот договор? Что там даст этот договор? Вы оспариваете договор? Потому Хорошо. что он незаконный. Участок на потом ваши 25 действия. соток. Ваши Ой, действия. 25 Действие, метров. последствия применить. И, ну, вот, последствия. В каком порядке? Ну, если в госрегистре, допустим, да, вот эти земли сейчас перешли кому-то, последующим, массили жоканда, их право затрагивают. А сейчас вы сейчас несуществующих людей ищете сейчас. Понимаете, уважаемый? Нету этих людей. Можно я? Юридически нет Вы уже. уже сами говорите. Последствия вы после этого судебного решения, вы, если в вашу пользу будет принято решение, вы будете применять последствия. Правильно? Последствия недействительности, мы говорим, да? Да. В каком порядке? Вот в військовом заявлении указано, Бильдягин атына келет такая. И, да. А Бильдягин наследство. На ГД. И дальше. Дальше, ну, қалады ошо Бильдягин атына. Наследниктер болсо ошо Это отступать ваше етті. Вы для чего подались? Мы? Они не подавались. Вы подавали. Да, мы же Вы подавали. Если решение суда оставится в силе, это будет в вашу пользу. Вы что будете делать? Ну, если останет нашу пользу, ну это же наша земля. И Так и что должна оставаться. там другие люди живут. Ну, И что вы будете? посмотрим дальше, Ну что вот делать. вы же говорите, там будете обращаться там, заявлением о устранении препятствий пользования земли. Да, привести первоначально. Вот видите. Вот. Но Для это... чего это вы ссоритесь? Для чего это судитесь? Вот для этого, чтобы там кто был вправе продавать эти земельные участки, правильно? Вам же для этого надо установить, кто был вправе продавать, кому земельный участок принадлежал. Умацот мендала этим лом. Удержите, на последствия законодательства, будете. Неме самиода ашкелектен будак трактачы. Вот будакта сиз кечвар хаты беренезден кийин бул жерде ошол жерде азыркы бүгүнкү күндө адилде жашагандар жер амнистиясы чыкканга чейин арестке коюлган да. Азыр бүгүнкү күндө жашап жаткандар. Алар менен баягы алардан эч кандай жалоп жок, алар эч кандай босатысы жок. Бирок ошол мыйзам чегинде алар ошол кармира менен иштеп дальше уланып кетишет да. Соттун тез бүтүп калганын себеби
Судья Жанболотов Улан Кубанычбекович Сокулук району сотунда каралган кылмыш иш боюнча запросту күтүп жатканын, Сокулук райондук кадастр кызматынан дагы күбөлөрдү чакыруу керек экендигин эскертип, сот отурумун улантууну 2026 жылдын 5 февралына саат 10:00 белгиледи. Ал эми экинчи жактан сот отуруму, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын Чүй облустук административдик сотунун соту Орозова Дамира Токтоналиевна 2026 жылдын 27 январь күнү 3-чү жолу административдик иш тартибинде Тихомирова Надежда Анатольевнанын ишиндеги административдик жактан кеткен каталарды карап, сот отурумун өткөрөт. Дагы бир жолу эске салып өтөйүн. Сокулук райондук кадастр кызматкери Исаева Гүлжан Усеновнанын жасаган документтеринде кылмыш иш курамы бар экендигин бир канча жолу сот отурумундарында айтылган. Айтылганы менен Исаева Гүлжанды коргой турган чоң күч түзүмдөрү, кырышалары бар экендигин 2021 жылдан баштап 2024 жылга чейинки сот отурумун өткөргөн соттор өздөрүнүн жүздөрүн ачык көрсөтүп койду. Бул соттордун адилетсиз кир жүздөрүн Надежда Анатольевна мурунку видео материалдарда айтып берген эле. Эми биз кийинки сот отурумун өткөрүүчү соттордон адилеттүү чечим чыгарып берет деген үмүттө турабыз. Сак саламатта болуңуздар. Мекенибизге кайдыгер эмес көз карашта турган урматтуу мекендештер, лайк басып, башкаларга жөнөтүп, комментарий жазып коюңуздар. Биз сиздердин колдооңуздар аркылуу адилеттикке жетебиз.